Бейсбол и крикет по-русски. В Уфе состоялся финал открытого фестиваля по русской лапте. В решающую стадию турнира пробили сильнейшие коллективы республики. Ранее в Мелеузе, Дюртюлях, Буздякском, Хайбулинском и Кармаскалинском районах прошли отборочные игры. С правилами этого спорта и победителями познакомилась моя коллега Юлия Паршина. София Веклич заработала очередные 2 очка для своей команды. Представительница Буздякского района занимается сразу несколькими видами спорта, среди которых футбол, баскетбол и даже рукопашный бой. Все они помогают ей в русской лапте. Допустим, баскетбол и футбол вырабатывают реакцию, которая очень помогает. Ну и, соответственно, выносливость при беге. Из рукопашного боя сильный хват рук, скорее всего. Мячик ловить, да. По сути, правила игры сводятся к простому «бей и беги». Задача нападающего – выбить мяч в поле, добежать до противоположной стороны площадки и вернуться обратно. В это время защитники команды соперника должны успеть попасть мячом в бегущего и помешать набрать очки. Александр Батов, выпускник Башгоспедуниверситета, когда-то сам играл в русскую лапту и представлял регион на различных соревнованиях. Сейчас помогает развивать этот спорт в Мелеузе. Считаю, что мы сыграли неплохо, но немножко не хватило, конечно, опыта. Команда молодая, но перспективная. Я думаю, со временем мы их обыграем обязательно. Финальный этап фестиваля прошли по 5 сильнейших команд республики среди юношей и девушек. Ранее в Башкортостане состоялись отборочные соревнования. Победителя муниципального этапа пригласили в Уфу. У нас в Дюртюлях тоже проходил отборочный этап. Мы играли несколько команд школы и районов, получается. И вот мы оказались сильнейшими, нас выбрали, чтобы мы приехали. Именно защищали честь своего района. Организовывали соревнования, на местах нам очень хорошо помогли муниципалитеты. И мы провели эти соревнования, увидели, какой ажиотаж и спрос к русской лапте. Дети с таким большим удовольствием играли, и нам понравилось. Я думаю, что это даст толчок для развития лапты в Республике Башкортостан на местах. Проект фестиваля по русской лапте стал победителем конкурса грантов главы республики. Открытый фестиваль по русской лапте и еще 21 проект в области поддержки физкультуры и спорта получили гранты на общую сумму 56 миллионов рублей и возможность бесплатно ребятам заниматься спортом, любимым видом спорта. К сожалению, в республике такой спорт, как русская лапта, находится в забвении. А на севере, например, где я росла, этот спорт очень популярен, его любят, в него играют. Лучшей командой среди юношей стали ребята из Кармаскалинского района. У девушек первое место заняли представительницы Буздякского района. Юлия Паршина, Ильшат Давлетбердин. Новости Уфа.